Сегодня спикер Государственного совета Игорь Ковзель открыл общее собрание Коми научного центра, посвященное итогам работы за минувший год. В 2012 году здесь защитили 13 кандидатских и 5 докторских диссертаций. А институты КНЦ признали одним из лучших в системе российских академий наук. Максим Катаев об успехах ученых. Открывая ученое заседание, Игорь Ковзель немного пошутил. 21 марта – отличная дата для такого форума. Это и день весеннего равноденствия, и Новый год у древних Коми. Ну а если серьезно, парламент и КНЦ – хорошие партнеры. Работа уже на протяжении многих лет у нас ведется достаточно плодотворная. Мы приглашаем для обсуждения сотрудников и директоров институтов по актуальным вопросам, по актуальным законопроектам. Присылаем проекты законов для обсуждения. И я надеюсь, что и в этом новом году эта работа у нас продолжится и будет только нарастать. Некоторые ученые сегодня получили благодарственные письма Госсовета. Светлана Дегтева тоже в их числе. Директор Института биологии занимается инвентаризацией экосистем. Кроме 240 особо охраняемых территорий, в Коми еще много мест, куда не ступала нога человека. В этом году их учет должен быть завершен. Это только один из элементов рационального природопользования, потому что мы не можем на сегодняшний день отказаться от освоения нашего региона. Мы должны осваивать те богатства, которые есть в наших недрах, но на таких участках абсолютно необходимо восстановление, не только естественно, но и искусственное природовосстановление. У специалистов института есть рекомендации, как рекультивировать такие земли. В 2012-м Коми научный центр получил более 20 российских и международных патентов. Но, как выяснилось, большинство из них пылится на полках. Российская промышленность не заинтересована в разработках ученых, поскольку они не дают максимальной отдачи в кратчайшие сроки. Так, например, в 2012-м Институт химии реализовал только один патент на феромон-ловушку от усача, которая помогла спасти Бузулукский лес в Оренбургской области. И поэтому может быть интересно для Республики Коми. Пожары и буреломы, которые бушевали в регионе пару лет назад, создали благоприятные условия для нашествия вредителей. И теперь ученые предупреждают. Через 2-3 года после таких природных катаклизмов возникает вспышка размножения насекомых, и лес гибнет. Правда, я слышал и такое мнение: в Коми леса много, нехай подавится. Ну, можно и так относиться к таким проблемам, но вообще-то научные сотрудники, естественно, думают о серьезных. Впрочем, говорили сегодня не только о высоком, но и о насущном. Настоящим прорывом академик Аскап Аскабов назвал федеральную программу «Жилище». Благодаря ей более 50 молодых ученых Коми в 2012-м получили сертификаты на квадратные метры. Максим Катаев, Олег Юшков, телеканал Юрган.